Приветствую, дамы и господа! Приглашаю вас на увлекательный эмоцион по информационным полям республики. Нас ждут умопомрачительные новости, невероятные знакомства и классные сюжеты. Будет так интересно, что даже чай, который вы только что себе налили, остынет. Это программа «Студия 11» и о наших планах детально в анонсе эфирных минуток. Виртуальные проблемы. Почему не удается записаться к врачу через госуслуги? Не забывайте рода своего. 1000 страниц, пропитанных памятью. Юные исследователи. В Сыктывкаре завершается конференция «Отечество. Земля. Коми». Интернет значительно упростил нашу жизнь, но бывает такое, что без старых добрых методов не обойтись. Сложно записаться к врачам через госуслуги. Такие жалобы поступают в Минздравкоме после внедрения в медицинских учреждениях новой информационной системы на базе единой цифровой платформы. Переход произошел в ноябре прошлого года, однако работа в новой системе до сих пор сопровождается сбоями. Вызывает недовольство не только пациентов, но и медицинских специалистов. Минздрав Республики Коми требует от разработчика программы скорейшей доработки и устранения всех недочетов. Наша коллега Ольга Коняева узнала, когда станет лучше. С ноября прошлого года медучреждения Коми работают в новой информационной системе на базе единой цифровой платформы. Однако с ее внедрением у пациентов стало больше жалоб по записи к врачам, в частности, через портал госуслуги. Переход на новую систему привел к тому, что в Ухте стало невозможно записаться к педиатру. В Печоре уже месяц нет возможности записаться через госуслуги к врачу, потому что пропали из списка 3 взрослые поликлиники Печорской ЦРБ. Спасибо, что через регистратуру записалась при личном посещении. До этого из списка врачей пропали некоторые специалисты. К ним тоже можно было записаться только по телефону. Через госуслуги – никак. После перехода на новую систему не могу записать детей на прием к специалистам в Ухтинскую поликлинику. Нижний Одесс. Все красиво говорят об этом, но очень проблематично попасть в женскую консультацию. Это я со своих слов говорю. А о том, что нужно проходить маммографию, врачи отправляют на платной основе. Сделайте запись, доступной в женскую консультацию, и, соответственно, к маммологу. И даже через госуслуги редкость попасть на прием. Федеральные требования к работе региональных медицинских информационных систем изменились в 2020 году. Потому и было принято решение перейти на новую систему, от которой в теории должны быть только плюсы. Бесперебойное взаимодействие с госуслугами в части как раз записи к врачам, на диспансеризацию, вакцинацию, отображение на портале личных медицинских документов, безбумажный документооборот медицинских организаций с другими ведомствами. Через госуслуги вообще не попадешь. А вот сколько пытался записать мать, неделю, заходил в 7 часов ровно, бесполезно. Да. Очень сложно. Очень сложно. Пока ты заходишь на госуслуги, номерки могут просто пропасть. А вот на госуслугах пробовали записать? Пробовала, никогда нету. Сейчас вот последний раз, правда, получилось после Нового года. Было 2 номерка, а так никогда не запишешься. Медицинская информационная система на базе единой цифровой платформы разработана дочерним предприятием компании «Ростелеком». Ее внедрение в Коми длилось 1,5 года, однако доработка программы продолжается и по сей день. Работает не только Республика Коми на этой платформе, но и ряд других субъектов, которые сталкиваются с такими же трудностями. И те доработки, которые будут сейчас проводиться, запланированы к проведению, они будут касаться и всех регионов, не только Республики Коми. Основная, конечно, сложность сейчас возникает это с участковыми специалистами, то есть нет возможности записаться именно к своему участковому специалисту. Потом у нас сложность с записью к узким специалистам, которые имеют смежный профиль, это врачи-неврологи, потому что и взрослый, и ребенок может записаться к неврологу, отоларингологу, такие специалисты, как зубной врач. Заложниками в этой ситуации оказались не только пациенты, но и медики. Система часто дает сбои при выполнении простых операций. В итоге затягивается прием одного пациента, остальные ждут в очереди, раздраженные и с нападками на врачей. Медучреждениям республики пришлось вернуться к бумажным направлениям на лабораторные исследования. От компании-разработчика новой системы последовал письменный комментарий. В ответе указано: стабилизация работы – процесс сложный, как на уровне централизованной системы, так и в каждой отдельно взятой медицинской организации.
Период стабилизации такой большой и сложной системы после ввода в промышленную эксплуатацию зачастую сопровождается временной нестабильностью и краткосрочными перерывами в работе системы из-за ее донастроек, миграции данных из старой системы, а также привыканием пользователей к работе с новыми интерфейсами и бизнес-процессами. Ряд возникающих сложностей может быть связан не со сбоями или ошибками МИС, а с некорректными настройками со стороны отдельных медучреждений или конкретных автоматизированных рабочих мест. Так, пациент не сможет записаться на прием через госуслуги, если в настройках врача не выбран тип записи – запись через электронную регистратуру и регистратуру ЛПУ, не заведено расписание или некорректно настроена структура медицинской организации. Кроме того, пишет разработчик, в Коми система взаимодействия с порталом госуслуги дорабатывается под индивидуальные требования региона, что тоже влияет. За регионом закреплены сотрудники компании, которые помогают решать частные случаи и оказывают адресную поддержку медицинским учреждениям. При этом система полностью работоспособна. Минздрав Коми тем временем фиксирует все отклонения в работе системы и пытается добиться от подрядчика ускорения процесса доработки. На ежедневной основе проводится ВКС с участием заместителя генерального директора или генерального директора РТМИС, где мы еженедельно проговариваем сроки по устранению необходимых замечаний. И, к сожалению, вот с ноября месяца, когда мы выявили отклонения в работе системы, эти сроки передвигаются. То есть на сегодняшний день нам обозначили сроки апрель и май 2023 года. Мы со своей стороны, конечно, считаем, что это недопустимые сроки. На уровне регионального и федерального Минздрава принято решение закупить в наш регион дополнительное оборудование для размещения медицинской информационной системы на серверах Минздрава России. Так будут исключены случаи неполадок, которые возникают на ресурсах Ростелекома. Перенос системы ожидается во втором квартале этого года. Прошлое убегает все дальше, связь поколений теряется. Говорят, что восстановить ее сложно, но есть те, кто может поспорить с этим утверждением. Не забывайте рода своего. Книга с таким названием недавно вышла в свет и уже привлекла к себе много внимания. Дело в том, что под обложкой собраны ценные знания, благодаря которым те, кто жил или сейчас живет в Карткиросе, может найти свои корни. Об идее издания и его истории мы поговорим с Ритой Александровной Мингелайтой, руководителем проекта. Рита Александровна, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый день. Вот вы держите в руках такая весомая книга на самом деле. Хотелось бы начать с названия. Почему именно такое? Лучшими словами будут строки из стихотворения, которое предвещает ее. Архивная запись, строка, имя, фамилия, дата. Временем вся судьба в одну эту строчку сжата. Но сердце под грудой лет ищет родную душу, жизни ушедший свет, зов из веков услышу. Мудрость наших отцов от многих бед нас хранила. Не забывайте свой род, в этих корнях наша сила. Потому что вот говорят, что чем сильнее у дерева корни, тем оно сильнее держится на земле. Вот то же самое и с людьми. Чем больше знаниями они обладают о своих предках, тем крепче на земле стоят их дети, внуки. Насколько я понимаю, в этой книге собрано знаний аж на 1000 страниц. Это и правда очень много. Как долго велась наработка вот этого всего багажа знаний, работы над информацией? Ну, идея вот над созданием такого издания возникла очень давно. Наверное, лет 10 назад уже один из старожилов наших карткиросских, Мария Григорьевна Худяева, отправилась в Национальный архив, чтобы проследить свою родословную связь. И вот настолько это было интересно, что мы тоже заинтересовались. И вот уже буквально в 2017 году еще один карткиросский старожил, представитель старинного рода Вишератиных, Ковалева Антонина Николаевна, начала работу над изучением своей родословной. Но эта работа потихонечку вылилась, так скажем, расширила рамки и вылилась в более масштабное, что ли, действо, и мы стали изучать вообще Карткирос, полностью родословие Карткироса. Вот это я понимаю, энтузиазм бьет ключом. Какие сведения, какая информация здесь собраны под обложкой?
Это документальное издание, то есть здесь собраны выписки из архивных документов, касающихся Карткироса, которые мы смогли найти в Национальном архиве. Что-то было предоставлено и другими архивами. Это метрические книги, это исповедные ведомости, это ревизские сказки, то есть все данные документального плана, которые можно найти в архиве. И фотографии тоже. Да, фотоархив – это отдельная история. Если книга, этот фолиант в 950 страниц, то где-то еще 200 страниц занимают фотографии. Это фотографии старого Карткироса и фотографии людей, урожденных карткиросцев до 1930 года. Я знаю, что реализовать этот проект удалось благодаря средствам гранта народного бюджета. С какими-то трудностями столкнулись вообще за время работы? Ну, за время работы трудность была в том, что немножко нас, конечно, как и многих, подвела пандемия. То есть был ограничен доступ в архив. Это немножко как бы затруднило и удлинило работу, но тем не менее со всеми трудностями справились, поэтому видите, вот очевидное финал, подтверждение. Очевидное подтверждение, да. Где книгу можно найти, где с ней познакомиться? Книга вышла не очень большим тиражом, но во всех библиотеках района, в общественных организациях, Совет ветеранов, архивы, музеи эта книга у нас будет. Но мы как бы не остановились на достигнутом, потому что да и родилась-то эта книга, в принципе, на волне замечательного издания, которое называется «Крестьянское родословие», и автором и исполнителем которого является Анна Николаевна Сивкова, наш известный журналист и краевед. И мы думали, что оно выйдет в этом серийном издании. Но раз уж так нам повезло, раз появилась вот эта книга, но тем не менее, чтобы она была доступнее, чтобы каждый желающий мог ее приобрести, мы буквально, я думаю, что в ближайшем будущем выпустим второе издание вот в серии «Крестьянское родословие». А так все издания сейчас будут в библиотеках? В библиотеках. Обязательно в Национальной библиотеке Республики Коми, в Национальном архиве она будет. Спасибо вам большое за информацию. Благодарим вас за ваш труд. Надеемся, что с такими приятными, хорошими и по-настоящему нужными новостями вы еще не раз придете к нам в студию. Благодарю. Спасибо большое. Больше 100 работ из 18 районов Коми. Именно столько юные исследователи прислали на заочный этап 16-й конференции участников туристско-краеведческого движения «Отечество. Земля Коми». А уже сегодня завершается ее очный этап. Юные краеведы представили свои работы на секциях «Культурное, природное, историческое наследие Коми-края», «Великая Отечественная война в истории Республики Коми», «Юные экскурсоводы». Адель Зинатуллин приехала из Воркуты с большим чемоданом. И это не просто дорожная сумка, внутри история заполярной пионерии. Адель проводит экскурсию по музею в чемодане. Здесь и летопись, и пачка галстуков 100 штук, и много других предметов. Следующий экспонат – это фуражки, которые носились вместе с моей формой, но только при особенных случаях. Также у меня есть первые выпуски пионерских журналов. Кого-то на изучение темы вдохновила пионерская песня, а кого-то старая трудовая книжка. Именно оттуда Никита Лятьев из Княжпогостского района почерпнул первые сведения о жителе деревни Нижняя Отла Прокопии Коновалове. Об этом человеке его доклад. Мы просто зацепились за трудовую книжку, и мы как бы ее начали исследовать, и это было настолько интересно, это копать вглубь в историю, нашей Коми-республики, его судьбы. В музее Республиканского центра детей и молодежи, где наша съемочная группа записывала интервью, мы увидели председателя избирательной комиссии Коми Дмитрия Митюшева. Он общался с экскурсоводами-волонтерами. Избирком – давний партнер конференции и куратор подсекции по истории выборов в регионе. Среди школьников, которые исследуют эту тему, Андрей Коблов из Сыктывкара. Мой доклад был о истории выборов в поселке Мармас. Это поселок для меня родной, потому что я закончил в нем садик в этом поселке. И, в принципе, мне выборы интересные. Как они происходят, кто за ними стоит, за этими выборами. Доклады юных краеведов оценивают ученые, преподаватели вузов, сотрудники музеев. Победители получают возможность ездить по всей стране и выступать на лучших российских площадках для детей. Это особенно важно для сельских школьников, отмечает участница нескольких конференций Анастасия Остапова из Сысольского района. Я выступала даже в самой Государственной Думе Российской Федерации.
Я побывала в различных всероссийских детских центрах, такие как «Смена», «Орленок», «Артек». Все благодаря достижениям, полученным именно благодаря этим конкурсам. По словам организаторов, интерес к этому событию не ослабевает. Заявок поступает всегда много. Появляются новые секции и направления. 26-ю конференцию посвятили Году педагога и наставника в России. Очень важно, что детей это увлекает. То есть работа, поисковая работа, она мотивирует их вообще на изучение тех или иных предметов. Они очень дотошны, наши дети, очень скрупулезны. Конечно, особая роль здесь педагогов, кто руководит этим процессом. Это не всегда учитель истории или учитель обществознания. Абсолютно разные учителя-предметники подключаются и выступают в роли наставников. Сегодня мы узнаем имена победителей. Лучшие из лучших представят нашу республику на заочном туре всероссийского конкурса «Отечество». Кроме того, они смогут претендовать на получение премии правительства Коми талантливой молодежи. Далеко не уходите. Это всего лишь небольшая пауза. Встретимся через мгновение на просторах нашего телеканала. Ах, какая встреча, как будто и не было этих мгновений разлуки. Рада видеть вас снова, и мне уже не терпится рассказать о том, что подготовила команда программы «Студия-11». Чем наполнена вторая часть нашего эфира? Ответ через мгновение. Противоречивая и неоднозначная о ненормативной лексике и способах борьбы с ней. Витамин D. Можно ли искусственно заменить солнце? Многоточие. Картины Павла Микушева украсили пространство Дома художников. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Битва ведется с переменным успехом во всем мире. Созываются комитеты, привлекаются активисты, изучаются возможные пути решения проблемы. Но, несмотря на это все, обсценная лексика показывает свою жизнеспособность. Кто-то считает, что матерный жаргон присущ только людям с выраженным негативизмом. Некоторые же говорят, что это часть языка, от которой избавляться не нужно, мол, она была, есть и будет. О противоречиях и загадках ненормативной лексики в нашем следующем сюжете. Перед вами словарь, довольно своеобразный. Здесь собраны нехорошие слова на коми-языке. Его составлением около 5 лет занимался лингвист Евгений Цыпанов. Сейчас в книге собрано почти 2000 неодобрительных и ироничных слов, но даже несмотря на свою негативную окраску, их вряд ли можно назвать матерными. В коми-языке грубых выражений совсем немного, в основном это русские заимствования. Тем не менее, природа и коми нехороших слов, и колкого русского мата, да и вообще обсценной лексики со всего земного шара одинаково. Хорошо ли, плохо ли, это другой вопрос. То, что он есть во всех языках, уже говорит, что он имеет свои функции. Просто что при принципе культуры речи не употреблять их в общественных местах, при общении с людьми, с коллективами, а также и в деловой сфере. Можно употреблять мат, употребляйте во внутренней речи, то есть про себя. Никто об этом и не узнает, и никто вас не осудит. Бедные словарные запасы, духовная нищета человека. Вот так мы представляем людей, которые с упоением украшают свою речь матерным словцом. Но ведь история знает немало примеров, когда в людях уживались высокообразованный интеллигент и едкий матершинник. Писатель Николай Некрасов хоть и любил от души выругаться, но был очень воспитанным. В его жизни было непреложное правило – он никогда не матерился при дамах. И Михаил Лермонтов всегда был не прочь поиграть словцом. Это его страсть вкупе с поэтическим талантом нашли свое отражение в некоторых стихах. Цитировать, пожалуй, не буду. Мат в русском языке явление нормальное ли или стоит от него отказаться? Нормально. Почему? Ну так, у нас так сложилось в жизни, поэтому нечего не менять. От сквернословия, конечно, нужно отказаться и заменить какими-нибудь литературными нормальными словами. То есть ругаться можно, но не сильно? Не сильно, да. Про себя можно, а вот в обществе нежелательно. В любом случае стоит отказаться, потому что невозможно вот такое слушать, и лучше перейти к каким-то другим русским словам, но только не того, чтобы это был мат, потому что это прямо режет уши, и прям нормальному человеку это невозможно слушать, я считаю. Как филолог скажу, что для России это нормально, поэтому это очень достаточно интересная тема, возможно, даже для некоторых необходимая. Вот, поэтому
От мата отказаться вполне, наверное, будет нам сложно. Это зависит все от человека, от его отношения к этому явлению. Конечно, надо отказаться. Неважно, для России это или для кого-то другого. По словам лингвистов и психологов, мат играет функцию предохранительного клапана. Он помогает разрядить психологическую обстановку. Но произносимый в массах уровень культуры все же подрывает. Самое настоящее поле брани открывается в интернете, в чатах онлайн-игр и комментариях. И самое страшное, что авторами этих слов зачастую становятся дети. Кто в этом виноват? Родители или общество? С себя начнем, уважаемые родители. Проанализируйте, пожалуйста, как часто в вашем окружении или лично от вас звучат такие выражения. Это первый момент. А второй момент – использование непечатных выражений, крепкого словца. Иногда это свидетельство того, что мы купируем боль, в том числе и моральную. Извините, вы когда споткнетесь об кирпич, вы скажете, какая досада, что этот кирпич оказался под моей ногой. Наверное, это будет более емкое и краткое выражение, правда? Вот и дети поступают точно так же. Поэтому, если ваш ребенок вдруг начал использовать такие слова, попробуйте уточнить, что его беспокоит, что у него болит. Слушать или читать матерную речь неприятно, это факт. Оттого на нее и наложено табу. В России действуют законы, которые регулируют этот феномен. Например, за нецензурную брань в общественных местах можно получить до 15 суток ареста. А Уголовный кодекс гласит, что за статью оскорбления грозит до 6 месяцев исправительных работ. Но так или иначе, мат регулируется в первую очередь моральным законом. Поэтому, если такие словечки вам не чужды, то хоть сегодня, в день борьбы с матом, попробуйте контролировать себя. Ведь глобальные изменения начинаются с мелочей. Солнце нас пока не радует. В Сыктывкаре, например, темнеет уже в 3 часа дня. Вот и приходится стоять под лампами, восполнять его дефицит. Жаль только, что это совсем не помогает. Солнце есть солнце, и искусственно его практически не заменить. И я даже не про загар говорю. Наверняка вы слышали, что синтез витамина D в организме происходит именно благодаря этой звезде. Поэтому на улице нужно бывать чаще. А что делать, если света недостаточно? Ответ на этот вопрос Андрей Кабишев получил у врача Натальи Кораблевой. Очень важный витамин D. Вот мы заранее с вами пообщались, и вообще это не витамин D, вы говорите, да? Нет, витамин D, мы привыкли к этому названию. На самом деле витамином D мы называем сразу несколько веществ, целую группу прогормонов. Потому что они проходят такой путь, сложный путь метаболизма в организме, и в итоге работает одно вещество, активная форма витамина D, которая работает как самый настоящий гормон. То есть в клеточке обязательно есть рецептор к этому гормону, и взаимодействие с этим рецептором в этой клетке он заставляет клетку ту или иную функцию в итоге выполнять. Чем же полезен витамин D? Витамин D на сегодняшний день, пожалуй, самый изучаемый витамин. Его количество свойств все только продолжает нарабатываться и исследоваться. Мы привыкли к тому, что витамин D – это витамин для детей, для их роста. И прежде всего его эффекты – это эффекты на рост костей. Безусловно, для детей это самое важное. Нет витамина D, нет роста костей, нет роста ребенка. Но оказалось, что огромное количество тканей, клеток, практически все органы в нашем организме имеют рецепторы к витамину D. Ну и казалось бы, а зачем? Ничего не бывает просто так. Если есть рецептор, значит, есть какие-то функции, есть какие-то свойства. И, пожалуй, вот если пробежаться по всем системам и органам, то кроме роста костей в нервной системе витамин D способствует, ну, так скажем, проще говоря, антидепрессивному настроению. Хорошее настроение – это хороший уровень витамина D. И наоборот совершенно. Иммунная система. Вот всегда родители спрашивают, а чем мы можем повысить иммунитет ребенка или взрослого? Чем мы можем повысить свой иммунитет? Вот прямое иммунотропное действие оказывает как раз-таки витамин D, потому что нет ни одной клеточки, ни одной клетки в иммунной системе, которая бы не имела рецептор к витамину D. А можно ли самостоятельно принимать витамин D, или все-таки нужно пойти в поликлинику, сдать анализы? Витамин D особенно
на территории европейского севера России. Там, где живем мы с вами, север, нехватка витамина D очень значимо и ощутимо. Поэтому принимать витамин D в профилактических, вот это очень важно подчеркнуть, что именно в профилактических дозах принимать витамин D нужно круглогодично. Даже без перерыва на летние месяцы считается, что летом мы должны только убирать пополам профилактическую дозу, но не отменять ее полностью. Почему? Потому что наше северное солнышко – это другое солнышко. Угол падения солнечных лучей, в котором есть вот те самые нужные фотоны, которые способствуют выработке витамина D в коже, в нашем солнышке их очень мало. Чем ближе к экватору, тем больше этих лучей, и тем лучше вырабатывается витамин D. Поэтому выезжать ближе к югу, особенно деткам, летом очень полезно, потому что витамин D таким образом мы запасаем и накапливаем. А на севере основной источник потребления витамина D – это все-таки продукты. Это продукты животного, прежде всего, и растительного происхождения. Поэтому профилактическая доза обязательно должна быть и у детей, и у взрослых на нашем севере. Друзья, вывод только один. Употребляйте витамин D, и будет вам счастье и крепкое здоровье. Наталья Николаевна, большое спасибо за нашу с вами беседу. Спасибо вам. Доброго здоровья. Сегодня в новом пространстве Дома художников в Сыктывкаре открывается первая персональная выставка «Многоточие» Павла Микушева. Один из отцов-основателей этнофутуризма говорит, что отходит от любимого им пермского звериного стиля, отдавая предпочтение геометрическому арту. Более того, в последних работах он выстраивает весь рисунок точками. Наша программа встретилась с художником в момент монтажа экспозиции. Многоточие – это не только техника исполнения. Художник рисует точками. Экспозиция юбилейная, и многоточие означает, что продолжение следует. Тем более Павел Микушев всегда открыт для экспериментов. Вы в этом убедитесь, если пройдете по 3 залам нового выставочного пространства. В первом еще заметны отголоски этнофутуризма. Картины связаны со звериным стилем и мифологией. А дальше – геометрические абстракции, где главное ритм и цвет. Движение, ритмика, изменение форм, округлые, квадратные, угольные там какие-то. И вот мои пробы сгармонировать это вот на холсте, вот это движение показать и цвета, и форму. Большинство работ создано за последние 3 года, а вот это «Паша и Кандинский» написано всего несколько дней назад. Дань уважения великому авангардисту. Павел Микушев взял общую композицию и характерные элементы графики Василия Кандинского, но исполнил в своей манере. Также родилась и картина «Паша и Казимир». Малевич, как известно, был основоположником супрематизма. Павел Микушев для своих геометрических абстракций придумал новый термин – этносупрематизм. Если же говорить о рабочем процессе, то все эти полотна – чистой воды импровизация. Мысль вначале очень абстрактная. Где-то а потом уже как из внутреннего состояния, внутреннего настроения идет уже развитие работы. И к чему-то она приходит. Иногда приходит совершенно в другую сторону. В 3 зале картины более экспрессивные и многослойные. А вот еще один эксперимент – серия работ в почти реалистической манере. Впрочем, отказаться от точек совсем Павел Микушев не смог. Я же не думал, не гадал, допустим, в начале года, что я там буду делать вот такие картины. Какой-то момент вдруг, а почему бы нет? Давай попробую, сделаю. Сделал 5 работ, пока остановился, переключился на другие. Сейчас подумаю, может быть, пока проходит выставка, куплю новых холстов и, может быть, сделаю еще какой-то эксперимент, не знаю. На юбилейной выставке Павла Микушева можно увидеть, как живут его точечные картины, как они вибрируют и мерцают в новом пространстве. Даже для художника они зазвучали по-новому. Сколько же открытий тогда ожидает нас, зрителей? Вот так красиво мы завершаем наш выпуск. Были рады с вами встретиться. Увидимся совсем скоро, а пока я говорю вам до встречи. Пока, Республика!